Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин и передача «Другие новости». Общественный народный фронт Якутии продолжает контролировать ввод первой школы, новой школы города Якутска и пришел в первую школу с намеченным проверочным рейдом. На этой неделе, в конце недели, уже бригада выйдет, полностью уже будет начинать все замечания устранять. На прошлой неделе мы извещение об окончании строительства по поручению правительства направили в УБСЖ. Да, пока рано еще. Через 2 недели можно приходить и посмотреть. А насчет ограждения что решили? А насчет ограждения по поручению правительства мы пока делать не будем, по проекту без ограждения будет. Все органы прокуратуры УБСЖ уведомили о том, что вот ограждение не требуется по проекту, и они согласились. Ограждения перед входом первой школы не будет. Поэтому Общественный народный фронт Якутии провел круглый стол на эту тему. В Якутске состоялся круглый стол регионального отделения Общероссийского народного фронта. Тема встречи – комплексная безопасность школы номер 1. В обсуждении приняли участие родители, представители администрации школы, общественности, а также Росгвардия и МЧС. Повод – серьезные вопросы, возникшие при вводе школы в эксплуатацию и оценке ее антитеррористической защищенности. Мы не участвуем ни в приемке, ни в проекте не согласовываем. На стадии строительства функции пожарного надзора осуществляет стройнадзор. Скорее всего, мы не тот орган, которому задают вопросы. Также вопрос был при проектировании. Соответственно, также законодательством Российской Федерации есть градостроительный кодекс Российской Федерации. Паспорт безопасности, да, это по сути, как я считаю, основополагающий документ, в котором должны указываться все вот эти моменты, все вот эти мероприятия. Кто-то может быть против, да? Но в постановлении четко прописывается. Кстати, решает комиссия. Вопрос о включении либо не включении такого пункта, такого нарушения в акт категории паспорта безопасности решается просто голосованием большинства голосов. Кто оказывается в меньшинстве, в любом случае обязан подписать этот документ и просто в виде особого мнения прикладывать свое несогласие. Все. И я надеюсь, что мы все-таки найдем это, зерно, которое и поможет нам решить вопрос безопасности детей. И все-таки этот забор будет возведен, который будет ограждать детей от проспекта Ленина. Да? И, конечно же, те внутренние недоделки, которые мы видим в школе номер 1, они будут к 1 сентября устранены. Мы очень на это надеемся. Безопасность детей должна быть приоритетом на всех этапах, от проекта до введения в эксплуатацию. На одном из сайтов средств массовой информации прошла новость о том, что задержана большая партия рыбы. Сейчас пострадают люди, будет уголовное дело. Оно произойдет из-за того, что один контролирующий орган решил заменить другой, и при этом не проверив все документы. И все это относится к рыбакам нашей Арктики, коренным народам Севера. Якутская Арктика обладает особой ценностью – северной рыбой, которая известна не только в России. Но только коренным малочисленным народам Севера законодательно гарантировано право на традиционное рыболовство. Для северных народностей рыболовство является не только источником дохода, но и важной частью культурного наследия, охватывая весь цикл от вылова до реализации. А реализация связана дорогим процессом с доставкой рыбы с места вылова до места ветеринарного контроля. Летом для перевозки используются суда с холодильным оборудованием, а зимой транспорт высокой проходимости. При транспортировке государственный контроль рыбной продукции очень высок. В марте этого года в Якутии произошел инцидент. Полиция задержала 2 грузовых автомобиля, перевозивших замороженную рыбу. Всеми этими вещами должен был заниматься Россельхознадзор, и при наличии состава преступления материалы должны были переданы в полицию для возбуждения уголовного дела. Но тут телега стала впереди лошади, и в полиции занимается всем этим процессом. Но однако по закону ветеринарии всем этим процессом должен был заниматься Россельхознадзор. Владимир Шендикиевич Ю, депутат Якутской городской думы, юрист. Окончил Свердловский юридический институт, якутский филиал Института государственного администрирования в Москве. До работы юристом Владимир Ю служил в правоохранительных органах оперуполномоченным Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Якутии.
руководитель якутского отделения межрегиональной общественной организации «Комиссия по противодействию коррупции». Оба автомобиля направлялись из северного улуса Якутии в Якутск для прохождения ветеринарного контроля, что подтверждается записями федеральной системы «Меркурий». Эта система отслеживает продукцию, подлежащую ветеринарному контролю, и выдает соответствующие документы. У водителей были изъяты все документы под предлогом нарушения технического регламента Евразийского экономического союза и регламентов Таможенного союза немаркированной рыбы. В связи с этим были возбуждены уголовные дела в отношении неустановленных лиц. В нашем случае, однако, тут есть другой момент. Постановление правительства Российской Федерации номер 1682 введение обязательной маркировки продлено до 2027 года, 1 февраля. Соответственно, рыбная продукция не должна была быть маркированной. Тот же «Меркурий» — это федеральная государственная информационная система, которая установлена федеральным законом о ветеринарии. Она тоже не вразрез работает технического регламента, а параллельно в унисон. Это в одном законодательном поле. И в системе «Меркурий» полностью в режиме, онлайн-режиме можно выявить, есть ли продукция зарегистрирована ли в системе «Меркурий» или нет. В течение суток можно было установить, что никакого хищения не было произведено, что рыбная продукция следовала в Якутск для проведения ветеринарных исследований. И, соответственно, в течение 3 суток, согласно Уголовно-процессуального кодекса, материал должен был быть, по идее, собран и вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В конце апреля на основании этих же регламентов и статьи Уголовного кодекса России суд вынес постановление о конфискации продукции. Однако в постановлении не упомянуты документы из системы «Меркурий». Нет, евразийские стандарты, технические регламенты тут никакого отношения не имеют. Полиция работает не в соответствии технических регламентов Евразийского союза, они руководствуются Уголовным кодексом и Уголовно-процессуальным кодексом. Вопрос об умысле идет в том случае, когда какой-то ущерб причинен в результате неосторожности или умысла. Тут же нет же вообще состава преступления. То есть ни неосторожный, ни с умыслом, ничего не было сделано. Все, ребята действовали полностью в рамках действующего законодательства российского. Поскольку дело возбуждено против неустановленных лиц, владельцам груза документы не предоставлялись. Акт задержания и изъятия продукции, а также арест автомобилей были произведены без должного юридического оформления. У них лицензия на вылов имеется, квота имеется. Это вот если прямо с самого начала, да, разрешительной документации. В системе «Меркурий» они зарегистрированы. Объем вот этой изъятой рыбной продукции тоже учтена. И, соответственно, автоматически должно было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Я просил бы органы прокуратуры отреагировать на такой произвол со стороны органов полиции и прекратить незаконное уголовное преследование лиц. Данный инцидент наносит экономический ущерб коренным рыбацким артелям Арктики и нарушает федеральное законодательство. Ну а садоводам города Якутска мы напоминаем, что до 8 июня предоставляются садоводческим товариществом субсидии. Уважаемые садоводы столицы Якутии, региональное отделение Союз садоводов России напоминает. В окружной администрации Якутска объявлен конкурс на получение субсидий для благоустройства садоводческих товариществ. Субсидию можно направить на проведение городских ярмарок, содержание и ремонт инженерных объектов и дорог, включая бесхозные объекты создания инфраструктуры и благоустройства территории, строительства летних водопроводов, обеспечение территории объектами электроснабжения и их строительства. Условия и объемы предоставления средств устанавливаются в индивидуальном соглашении между мэрией и товариществом. Информацию о порядке подачи заявок можно получить на официальном сайте мэрии в разделе «Торги» и на едином портале системы «Электронный бюджет». По всем вопросам можно обращаться в управление Департамента ЖКХ и энергетики мэрии Якутска по телефону 40 23 21. Заявки на конкурс принимаются до 8 июня этого года.
Но я вас приглашаю на исторический фестиваль. Он проходит уже 3-й раз в столице Якутии, в историческом парке «Россия. Моя история». Коллектив исторического парка уже готовит площадку для исторического фестиваля. Каждый культурный человек должен знать историю человечества, а для этого вам надо посетить развлекательный исторический фестиваль «Истфест». Придя на Истфест, вы точно соприкоснетесь с историей, еще в нее поиграете и, конечно, получите море удовольствия. С вами был Олег Желунин. До скорой встречи.